Я вообще хотел эту раньше тему затронуть, но пошел такой разговор одно с другим, потянулось. Вот твой визит сюда совпал с тем, что произошел скандал с телевидением. Ну, вообще это сюр, конечно, все. Значит, телевизионном шоу была, на мой взгляд, неудачная шутка. Не только на мой взгляд. Была неудачная шутка про сгоревший дом бывшей главы Нацбанка. После чего, но я бы не стал задавать тебе этот вопрос, если бы не увидел реакции, по крайней мере, двух людей. Это, ну, давайте по порядку эту тему просто. Может быть, кто-то не в курсе. Я сталкивался с людьми, которые сегодня к вечеру об этом не знали. Вот руководство хора имени Григория Веревки, которое подпевало эту песню про там сгорела хата, они извинились перед Гонтаревой. Давайте послухаємо эту цитату, а потім продовжимо. Вони там співали кілька пісень «Несе Галя воду», інше. Нам запропонували цю пісню зробити з Євгенієм Кошовим. У нас точилася розмова така, бо я сам відчував, що це непристойний жест стосовно Валерії Олексіївни. Але нам сказали, ну бачите, ми тут і Коломойського стібаємо, і президента, і депутатів, і наших депутатів. Ми це все робимо 20 років, сміємося, і тут нічого такого немає. Цю тему обговорюють. Мені неприємно, звичайно, це було неправильне рішення, але це вже сталося. Я вибачаюсь перед Валерією Гонтаревою. Ну, на эту ситуацию отреагировал также многие. Но я не знаю, можно найти, наверное, 2-3 человек из более-менее известных стране людей, кто ничего по этому поводу не написал или не сказал. В том числе у себя в Facebook написал бывший министр иностранных дел. Пытаюсь быстро это все проговорить, не получается. Павел Климкин. Давайте послушаем его мнение об этой ситуации тоже. Щось я не вірю в щирість вибачень за цю пісню хору імені Вірьовки. Просто піднялась хвиля і полетіли спроби вибачень, а репутацію хору зруйнували вщент. І цинізму від вибачень теж у суспільстві менше не стає. Можливо, на прикладі цієї історії хтось і навчиться. Тільки от сумно, що вчимося ми лише на власних помилках. І то не факт, і від того ще сумніше. Ну и кроме того, твой коллега по кабинету министров отреагировал почти сразу утром сегодня Тимофей Милованов, министр экономики. Он сказал, что это нехорошая история для Запада, потому что не принято так. Он большой пост так достаточно написал. Министр культуры извинился сразу, еще вчера поздно ночью, за участие государственного хора в этой, на взгляд многих, неудачной репризе. Вот, но это то, к чему я подожду, почему я эту тему решил затронуть с тобой. Также и по мнению фонда демократической инициативы имени Илька Кучерева, Ирины Бекешкиной, она достаточно авторитетный человек в Украине. Скандал вокруг хора имени Веревки может повлиять на переговоры Украины с Международным валютным фондом. Об этом она сказала сегодня в эфире АТР. Давайте посмотрим и тогда уже будем обсуждать. І є точка зору економічна. Її висловив, до речі, міністр економіки Милованов, що тут можуть бути проблеми, тому що це не секрет, і про це неодноразово говорили, що поки що затримка з Міжнародного валютного фонду пов'язана з тим, що вони очікують, наскільки Коломойський має вплив на процеси в Україні. Тут, оскільки це і 1+1, це Коломойського, власне, телеканал, і квартал має відношення до Коломойського, і очевидно, що це помста Коломойського Гонтаревой. Тут питання все-таки. Ну вот, цитаты закончились. Я хочу лично твою оценку узнать и моральной, и политической точки зрения, с политической точки зрения этого инцидента. Я могу повторить слово, которое ты использовал. Это вся эта ситуация, это тотальный сюр. То есть одни шутят над сожженным домом бывшей главы Национального банка. При всем моем уважении господин Бекешкин, социолог, начинает рассказывать о том, как это повлияет на наши отношения с МВФ. Фейсбук заполнен всеми, все чего-то комментируют, все сразу все знают, все понимают, все раскрыли все коварные планы власти. 95-й квартал выходит с заявлением, что шутили, шутим и будем шутить. То есть мы находимся в таком классическом информационном каскаде, когда мы тонем и в вопросе
шутки, неудачные шутки, показанные по телевизору, и выстраиваем на этом основании супер огромное количество конспирологических версий о том, куда это нас приведет. Я считаю, что нам надо все-таки немножко контролировать все эмоции и рассуждать рационально насчет того, что происходит, почему это происходит. Авторам 95-го квартала нужно просто понять один простой факт, что они уже не просто авторы одного из самых популярных телешоу Украины, а и находятся под пристальным вниманием тех, кто хочет так или иначе интерпретировать их творчество. То есть абсолютно сюрная ситуация, хорошо было бы, если бы ее не было вот во всей своей полноте, но она есть, надо ее пережить и заниматься дальше хорошими делами. А как ее купировать? Какими методами можно? Купировать? Ну, да, в глазах Запада и внутри страны. Ну, послушай, Тимофей вернулся с МВФ, то есть у него там какие-то свежие впечатления, очевидно, он написал этот пост. Но купировать надо очень просто, надо ставить это все позади. То есть надо не повторять ошибки. Это очень просто все купируется. Нужно проехать и работать дальше на результат.